Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Сегодня особенный день для всех любителей театра. Всемирный день театра. Что ж такое театр? Это не просто здание со сценой, это живой организм, который дышит, развивается и меняется вместе со временем. И сегодня мы поговорим с человеком, который превратил театр в то место, из которого не хочется уходить. Александр Лобанов. Под его руководством театр имени Пушкина не только сохраняет лучшие традиции, но и активно развивается, открывая новые имена и форматы. И поговорим о том, как удается совмещать классику и современность, традиции и новаторство. Александр Александрович, добрый вечер. Русский драматический театр у нас старейший театр в республике. Все верно. И ему 135 лет. Да, действительно, мы в этом сезоне отмечаем 135-летие нашего театра. В связи с этим, конечно же, у нас ряд мероприятий, которые будут продолжаться вплоть до конца 2026 года. Конечно, мы все выстроили таким образом, чтобы нашим дорогим и любимым зрителям было интересно. Это и новые постановки, это и выставки, это и типография. В частности, вот можно сразу же к 135-летию у нас вышел новый альманах, такой плотный, хороший. Мы его очень долго, скажем так, рожали, но в конце концов получился у нас довольно-таки неплохой альманах в этот раз. Это уже у нас входит в традицию, постоянная печать, каждый сезон. Этот у нас юбилейный. И он толстый. Почему он толстый? Почему он такой плотный, тяжелый? Он действительно тяжелый, тяжело во всех отношениях, потому что здесь очень много работы, информации. Это и история театра, это и чем живет театр сегодня, это и люди театра. В общем, много чего для наших пользователей, для зрителей будет интересно посмотреть, прочитать. И я думаю, может, даже какие-то комментарии. Кстати, и комментарии зрителей здесь есть, в том числе о нашем театре. Много чего можно для себя найти. Я надеюсь, что мы не зря провели эту работу. И после этого альманаха мы сразу же приступаем к спецвыпуску фактически, который коснется столетия Валентина Дмитриевича Антонова, который состоится уже в следующем сезоне, в сентябре месяце. Вот где-то в районе 24 сентября, когда ему бы исполнилось бы 100 лет, мы надеемся все-таки организовать тоже юбилейные мероприятия и провести их для наших зрителей, для вас. Какие-то спектакли, да, из его репертуара? Конечно, обязательно. Кто будет исполнять его? Ну, вы знаете, дело в том, что его роль, подождите, далеко забегать не будем вперед, дело в том, что именно к столетию Валентина Дмитриевича у нас есть решение поставить один из спектаклей, в которых он был занят. Это «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова. Вот. И не далее, как вот буквально через одну из премьер мы приступаем к этой работе, и спектакль, премьера его, скажем так, первый показ пройдет в июне месяце на завершение 135-го театрального сезона. Мы отметим 135-й сезон в этот день. И он же у нас пойдет 24 сентября. Конечно, это будет не только один показ, это будет показ спектакля, это будет торжественный дополнительный блок. И в конце сезона, и в сентябре месяце, уже на столетие Валентина Дмитриевича. Мы надеемся, что в любом случае интерес будет большой, потому что само по себе и произведение Антона Павловича Чехова, оно очень такое, очень вкусное для коллектива театра, для труппы театра. И я думаю, что будет интересно и для зрителей. Опять же, это образовательная программа, классический материал. Я думаю, что займет довольно-таки хорошее место в нашем репертуаре. И, наверное, по Пушкинской карте можно будет его тоже посетить. Обязательно. Все, что касается образовательной программы, не только. У нас есть возможность, вернее, не у нас, а у зрителей, которые подходят у нас под Пушкинскую карту, могут прийти, приобрести билет, посмотреть, сделать свою оценку. Ну и выбрать уже, как говорится, какой-то следующий спектакль, на какой сходить. Почему нет? А как вообще этот проект себя показывает? Вы знаете, с каждым годом он развивается все больше и больше. Скажем так, зрительский охват, естественно, соответственно, тоже растет. Наш театр, он один из лидеров как раз работы по Пушкинской карте. В принципе, пока все интересно, достойно. И самое главное, есть интерес у молодых зрителей. Вот самое главное, потому что им интересно посмотреть максимально все, что возможно. Денег, правда, не всегда хватает, но тем не менее по полной программе
пытается использовать эту возможность. И есть уже постоянники. Есть школы, приходят школами. Не просто класс пришел посмотреть, а школы пришли. Конкретно выкупили полностью спектакль, пришли, посмотрели, провели какие-то встречи, написали комментарии, что для нас тоже это двусторонняя связь, она важна для театра, потому что кто, как не зритель, адресат нашей работы. Но наш русский театр, он существует, в республике же много очень театров, да, в том числе и заслуженных, перезаслуженных. Там, у нас самая театральная республика в России, так оно и есть на самом деле. Да, и золотые маски есть. У коллективов, значит, есть и в Саха-театре, и в Театре оперы и балета. Вот как в этой связи русскому театру себя позиционировать, да, в чем вот миссия русского театра внутри? То есть легче или нет, если сравнивать с другими? Подождите, стоп. Тут сейчас мы говорим о здоровой конкуренции, правильно? Да, Я так понимаю. Да. Вот. Понимаете, в чем дело? У каждого театра есть своя ниша. Так же, как и у нашего театра есть своя ниша, есть, скажем так, свои какие-то направления работы, в которых мы довольно-таки неплохо себя показываем. Это можно видеть и по количеству зрителей, и по количеству сыгранных спектаклей, по гастролям. В чем эта миссия? Миссия? Особая? Ну, смотрите, понимаете, в чем дело? Вот это все продолжается с того момента, как я пришел, сел в кресло руководителя театра. Мы стараемся работать на широкую аудиторию. То есть вы знаете, что у нас есть спектакли для семейного просмотра. Есть вечерние спектакли разных мастей, любой палитры, любого формата. Есть спектакли образовательной программы. Есть спектакли с привязкой географической и исторической, которую мы всегда проталкивали и всегда вели работу именно по этому направлению. И мы не ждали 22 года, как у нас, к сожалению, многие, ну, давайте говорить как есть, многие переобулись просто и сразу же стали патриотами, либерально настроенные все эти вопросы, какие-то тематики и названия спектаклей куда-то пошли сразу же в сторону, либо как-то по-другому начали называться, но тем не менее, все это есть. Мы не менялись, мы как работали, так и работаем, и, наверное, благодаря именно этому направлению, этому охвату зрительской аудитории, тематики, мы на сегодняшний день один из, скажем так, самых посещаемых театров. Но если сказать, что русский театр такой крепкий провинциальный театр, это... Ну, вы знаете, я где-то соглашусь, где-то не соглашусь, потому что, вот опять же, вы говорили, что вот у нас есть там золотомасочники, там одни, вторые. Да, у нас, я очень рад за коллег, это очень приятно, то, что фактически последний вагон в прошлом, получается, конкурсе «Золотой маски» театр оперы и балета у нас запрыгнул и взял сразу несколько масок, да, по разным номинациям, это здорово. Вот, но, конечно же, очень сложно драматическим театром соревноваться именно в «Золотой маске», потому что здесь количество участников гораздо в разы больше, нежели, понятно, по жанру, да? Вот, конечно, но тем не менее, даже несмотря на это, мы стали дипломантами, вот буквально в «Золотой маске» уже. Наш Евгений Онегин все-таки показал, что да, мы имеем определенный уровень, да, мы имеем возможность тоже участвовать в таких конкурсах, почему и нет. И мало того, мы продолжаем работать в этом направлении, и это неотъемлемая часть работы театра, участие в фестивалях, конкурсах, почему нет. До этого у нас была работа, мы принимали участие и в «Золотом Витязе», где тоже взяли диплом. Да, еще после этого мы уже принимали участие в фестивале театров Дальнего Востока в Южно-Сахалинске, тоже стали лауреатами. То есть это нормальный процесс, он идет постоянно. Не так, что вот мы сейчас давайте-ка мы попробуем там где-то... Нет, вовсе нет. Это нормальный процесс, это жизнь, это именно жизнь театра. Фестивали, какие-то конкурсы, какие-то гастроли. Ведь это не только показы спектаклей. Есть музыкальные, скажем так, конкурсы, поэтические конкурсы, где мы тоже принимаем участие и достойны тоже имеем дипломы и все. Ну, просто кому-то это интересно, кому-то не интересно. Мы этим не кичимся, мы на показ все время вот так впереди себя икону не несем. Ну, вот поэтому... Все-таки, мне кажется, то, чем вот русский театр ценен, это именно вот такие классические традиции и классика,
русская классика в постановке? Знаете, мы стараемся все-таки содержать такой баланс вообще по материалу, который мы ставим. Честно скажу, это и отечественная, конечно, классика. Вот сейчас зарубежная классика, ну где-то в разных жанрах, в разных стилистике. Почему? Потому что все-таки, ну, надо зрителю предлагать разные вкусовые вот эти вот ощущения, послевкусие, скажем так, да, после просмотра. Это первое. Второе, все-таки есть определенная работа труппы театра, наших актеров, актрис, цехов, которые имеют возможность работать в разных форматах. И это опыт определенный, это какой-то по результату уже и уровень соответствующий. Мы стараемся как-то, ну, не топтаться на одном месте, все-таки как-то двигаться, развиваться. Это, в принципе, видно на тех спектаклях, которые можно сейчас посмотреть у нас именно в репертуаре. Ну вот одна из недавних премьер, это «Три мушкетера». Да. Она с большим успехом, говорят, идет. Говорят, билеты невозможно достать. Как это? Ну, почему невозможно достать? Достать, в принципе, всегда возможно, если вовремя как бы Ну, в смысле, раскупается. Да, аншлаг, раскупается. Действительно Вот у нас буквально в ближайший день-два будет опять снова показ, и действительно билетов нет. Ну, это, во-первых, скажем, то, что мы отработали только вот 3 премьерных спектакля, это уже 4-й показ, и пока, ну, как бы оно и должно быть так, чтобы был интерес зрительский. Ну, вы знаете, это же ни для кого не секрет, то, что эта тематика Дюма, зачитанные эти до дыр, эти книжки, вот эти старые эти переплеты, вот это же все, это наше детство, и не только наше. Есть несколько поколений, которые интересовалось, и только упоминание «Три мушкетера» сразу какие-то ассоциации. Ну вот теперешним детям уже скучно «Три мушкетера». Ну перестаньте, нет. Ну почему вы так думаете, что теперешним детям скучно? Не знаю, моей дочке скучно, она вот не может. Не думаю, что... Тут же ведь дело, понимаете, это же дело вкуса, это первое. Второе, все-таки я согласен, то, что у нынешнего поколения там все-таки есть какие-то свои прерогативы, там эти игралки, стрелялки, они из этих гаджетов вообще не вылазят. Но это не значит, что они зациклены на этом. Они же тоже, у них есть и школа, у них есть школьная программа, есть определенные как бы наименования произведений и так далее, которые они тоже изучают и так или иначе будут касаться этого. Ну а кто, как не мы, берем и представляем того или иного автора? Другой вопрос, как мы это делаем, да? Потому что может зайти, может не зайти. Это как бы дело вкуса, опять же, говоримся. Но, тем не менее, возможность взять, познакомиться с автором, если вот, правильно, на самом деле сейчас так и есть, то, что как там 2-3 строчки прочитал, что-то не то, да, отложил. А все-таки заинтересованность визуальной вот этой картинкой, работой актерской, какими-то театральными вот этими приемами и так далее. Иногда как раз, ну, на самом деле не иногда. У нас очень много, когда после просмотра, скажем так, премьеры классического какого-то произведения, школьники обращались к первоисточнику, то есть все-таки брали книгу и читали. И еще сравнивали, как мы там где-то там сократили, не сократили, что было в сюжете на площадке театральной, а что вырезали, чего купировали. А что додумали. Да, а что где там подкорректировали, скажем так, давайте так. Вот. И это очень здорово, потому что у нас несколько таких было уже моментов, когда действительно люди... Школьники обращались, брали индивидуальные задания, то есть писали какие-то работы. Это вообще на самом деле здорово, то, что интерес все-таки возникает после того, как школьники просматривают какой-то тот или иной спектакль, классика или современник, или без разницы. Просто сам по себе вот этот порыв пойти и узнать что-то больше, значит, мы не просто так работаем, значит, мы работаем в нужном направлении и берем те темы, которые интересны все-таки и вызывают интерес. А самое главное, когда поросль берет и читает вот эти вот все вещи, находит, они дальше начинают интересоваться, их что-то дальше, понимаете, это же как петелька, крючочек. Как вот. А какие принципы лежат в основе формирования репертуара театра? Вот это вот разнообразие, да, о котором вы говорили, чтобы
Ну, вы знаете, ну, давайте так, что, максимально там и сказки. ну, мы стараемся, по крайней мере, чтобы был сохранить баланс. Баланс и классических произведений, отечественных, вот, опять же, образовательную программу, историческую, это прежде всего. Но, понимаете, в чем дело? Здесь нельзя говорить так, что вот мы прям вот каноны и все. Есть определенные, скажем так, инструменты, которые вынуждены мы использовать для того, чтобы театр все-таки мог себе позволить поставить ту или иную постановку сделать, да, тот или иной материал взять. Потому что, ну, скажем, честно и прямо, это не только у нас, как можно сказать, там, провинциальный театр, ничего подобного. Это, в принципе, формула работы всех абсолютно театров, где так или иначе приходится брать коммерческие проекты. То есть от комедий тех же самых, да, никто не уходит. Они есть в репертуаре, они будут. Другое просто, что мы стараемся все-таки как-то немножко хитрить и брать все-таки ближе классические какие-то комедийные произведения юморные. Вот. Это уже, ну, чтобы все-таки какой-то вот воздух, вот этот вот кислород именно театральной постановки полноценно, он все-таки был на сценической площадке. Вот. Но опять же, чтобы был интерес не только зрителя, но и интерес у труппы театра. Далеко ходить не будем, давайте вспомним вот, комедийная «Темная история», где зрителей как бы ему предлагают определенные обстоятельства. То, что при свете мы играем темноту. И вот вся вот пластика, вот эта вот связанная со всем этим, да, ну, она вот составляет вот определенные, скажем так, какие-то условия существования на сцене. Ну и, соответственно, определенные какие-то репризы, и пошло. А дальше там уже составляется, как из пазлов картинка вся, и вот он вам спектакль. И интерес зрительский в том числе. Ну, там работа актерская, потому что всем было интересно работать, было что-то привносить. Вот сейчас не менее интересная работа идет, это «Венецианские близнецы». Премьера должна состояться вот 17, 18, 12 апреля. Это тоже приглашенный режиссер? Это абсолютно. Мало того, это режиссер, он у нас из Венеции, это итальянец, это Тони Кафьера. Он представляет Академию Карла Гальдони венецианскую. И мы ставим «Венецианских близнецов». А как вот в условиях вот этих вот санкций и культурной отмены вообще удалось итальянца заполучить? Слушайте, ну, во-первых, мы работу для того, чтобы его привести, получить рабочую визу, начали с 24 года. На секундочку, сейчас 26 идет. Вот, это процесс довольно-таки долгий. Он как бы был, ну, заранее подготовлен. Спасибо Министерству внешних связей за помощь в этом, потому что им пришлось выходить на Министерство иностранных дел Российской Федерации, ну, и в ключе в этом, в связке работать, и они нам действительно помогли. Конечно, ну, каждый въезжающий, конечно, они проходят определенную проверку, то есть там службы безопасности, они тоже работают. Не каждый, вы знаете, что человек сейчас при нынешних условиях может уехать. Нет, здесь у нас все хорошо, здесь абсолютно адекватные у нас члены Евросоюза. И это будет прям классическая комедия дель арте, как она в ее понимании, да? Вот именно классическая комедия дель арте. Я, знаете, для меня, конечно, ну, я могу точно сказать, то, что для коллектива, для труппы театра, для цехов, это, конечно же, такой своеобразный опыт. Конечно. Очень хороший. Для зрителя это тоже будет новшество, потому что на самом деле в подобном ключе, вот именно в тех масках, которых на самом деле играют комедию дель арте, я не думаю, что вообще спектакли ставились по России. Я уж молчу про наш регион. Это будет новшество, это будет премьера, которая, ну, такая... Может, у кого-то возникнут вопросы. А может, наоборот, все вопросы снимутся у кого-то, посмотрев. Потому что там определенная пластика, там определенное, скажем так, существование на сцене. Ну, мне, как для актера, конечно же, это составляет огромный интерес. И такая возможность, я думаю, то, что это очень хороший опыт для наших актеров. Я надеюсь, что у нас все-таки все получится, будет хороший результат. Ну и на премьерах в апреле месяце проверим. А какие ценности и принципы вы стараетесь передавать вот актерам, коллегам через служение в театре? Да вы знаете, наверное, прежде всего это правда. Правда и честность к самой профессии, наверное, все-таки. Потому что, ну, наша профессия, она не терпит вот как раз вот лжи.
Хотя много вы можете прочитать, там, как там в театрах, что происходит, какие интриги, но это не без этого. Но на самом деле это прежде всего честность и правдивость именно по отношению к зрителям, по отношению к профессии, по отношению к, прежде всего, театру, одному из старейших, вот как, опять же, покажу, 135 лет сезон. Ну и то, что в театре не работают, а как и Служат. как и в армии служат, да. Все верно. Но служба, она не терпит тут неправды. Вот служба или служение? Вы знаете, скорее всего, это и служение, это и служба. Служба, в принципе, это предыдущий наш разговор, как бы диалог. Я сказал, что здесь не терпит неправды и, скажем так, посредственного отношения к профессии. А служение это то, что нам посчастливилось работать в театре, вот, скажем так, всей той команде, с которой мне вот сейчас удается работать. Конечно, она тоже, это не так, что раз и вот вся эта команда возникла ниоткуда. Нет, это долгий процесс. Но, тем не менее, та команда, которая сейчас есть, я ей очень горжусь и готов с ними пойти, как говорится, и в огонь, и в воду пройти, и все, в том числе и медные трубы. Вот. Но на сегодняшний день я считаю, что нам посчастливилось работать в театре, и вот то, что мы имеем эту возможность, это и отношение, соответственно, и к тому, что ты делаешь, в каком здании ты работаешь, каких ты людей встречаешь, как ты их встречаешь. Ну, это все, это составляющие одно к другому. У вас же ведь есть молодые ребята, выпускники «Щеки». Да, все верно. Как вот... Ну, скажем так, они у нас есть ребята, которые только пришли, есть ребята, которые учатся. Мы не заканчивали эту работу, мы ее продолжаем. Те, кто пришли, они уже полным ходом работают и заняты в репертуаре театра. Их можно посмотреть. Кстати, вот в последних, во всех премьерах они заняты. Оценить их работу, слушайте, они молодцы. Вот просто могу сказать, то, что все-таки одна из традиционных театральных школ, Щукинская, она все-таки дает правильную установку, что такое театр, если ты выбрал эту профессию. Ну, как-то вот сейчас мы от одного вопроса цепляемся, и так идем так одно за другим. Но действительно, если ты выбрал профессию театр, то будь любезен. Вот театр для тебя это все-таки главное. Это уже, фактически это смысл твоей жизни, и ты должен отдавать всю свою энергию, всю свою, скажем так, возможности, какие у тебя есть, навыки, все. Ты в процессе, конечно же, это рост, это шаги вперед, это какие-то новые роли, через роли, опять же, ты растешь, двигаешься дальше, и я думаю, что перспектива очень хорошая. Чем больше отыграны работы, они могут быть по-разному отыграны, могут быть отмечены критиками, зрителями, могут пройти как бы, незамеченными. Потому что, короля играет свита, да? Короля мы все заметили, а кто там в свите был, через одного и так далее. Но это опыт, это все равно это процесс, который не останавливается, он постоянен. Это всегда, скажем так, это нарабатывание той самой базы, благодаря которой ты дальше можешь сделать что-то больше, что-то грандиознее. В свое время для того, чтобы своевременно готовить там молодых артистов, открывали филиал школы студии МХАТ, которую вы закончили. Вот. И потом, я так понимаю, что этот филиал влился фактически... Да, так все и случилось. У нас было набрано... Нет, не совсем так. У нас было 2 выпуска, которые были именно с дипломом школы-студии МХАТ. А набора было 3. Но 2 только получили дипломы школы-студии. А третий, вот он как раз, фактически это был актерский факультет Артического института
культуры и искусств. Это я веду к чему? Что с актерского факультета Арктического института к вам приходит кто-то? Ну, во-первых, вот тот самый набор, он весь Ну, полностью тот набор, работает. И понятно. это как раз основа на сегодняшний день труппы театра. А то, что к нам приходят, ну да, есть ребята, которые, скажем так, и приходят, есть с Арктического, но тут тоже свои как бы есть моменты. Скажем так, у нас были приняты несколько раз актеры, которые имели среднее образование. Вот, но была возможность поступить здесь и в параллели вместе с работой в театре учиться в Арктическом институте. Есть такие у нас. Мало того, это не значит, что мы вот зациклены только вот на Арктическом институте, на «Щуке». У нас есть ребята, которые, ну, нет-нет, мы находим самородков, приглашаем, проверяем их работу. Ну и они в конечном итоге либо остаются, либо уезжают. Но по большей степени, в основном, они дополняют нашу труппу. Как-то вот все-таки получается нам вот выбор этот как-то вот где-то вот мы все-таки замечаем какую-то вот эту искру оттуда, Божью, и они пополняют труппу театра. Такие есть. Ага. А вы как, ну вот как выпускник все-таки школы студии МХАТ следите вот за этими скандалы вокруг ректора, там, назначения? Вот это? Ну а как? Ну, конечно же, мы не можем. Это же все равно, это наша Что вы по этому история. поводу думаете, я хотела спросить? Вот это очень такой, на самом деле, непростой вопрос. Ну, это на самом деле очень больной вопрос на сегодняшний день. То, что касается школы-студии. Правильно? Да. Правильно? Ну, должен Здесь ли руководитель быть выпускником этой школы? Вы знаете, я считаю, то, что вот все-таки мое такое ощущение, установка, все-таки он должен быть из школы-студии, прежде всего. Хотя бы сейчас имеем вот назначение Константина Хабенского, да? Но здесь так или иначе, косвенно, не косвенно, впрямую он сейчас связан с МХАТом самим, да, с театром. Вот. Потом все-таки Олег Павлович в свое время его приглашал не единожды и как-то работал с ним. То есть тоже, можно так сказать, какое-то благословение, да, получено. Я не буду сейчас говорить ни за, ни против назначения этого на самом деле, но моя установка все-таки, я считаю, что человек, который встает во главе учреждения, он должен все-таки нести вот эти вот традиции непосредственно самой школы. Есть ли эти традиции сейчас в нынешнем назначенцы, я не могу сказать. Ну, я и судить не могу, по идее, такие вещи. Есть руководство, есть люди компетентные в этом плане. Здесь, я думаю, что в любом случае будут, знаете, команда и за, и команда против, которая будет выступать. Но ведь на самом деле это все это покажет уже процесс, то есть рабочий, то есть на самом деле. Правильно сделано назначение и решение Министерства культуры Российской Федерации в данном случае назначение или нет. Работа покажет. А говорить то, что вот он подходит, не подходит, я не думаю, что это совсем уместно в данном случае. Мое убеждение то, что, конечно же, было бы приятнее, может быть, как-то сразу как-то теплее, если бы ставленник был из тех, кто в свое время получил диплом школы-студии. Ну, как-то в этом что-то есть все равно. А в работе, в процессе, ну, посмотрим. Но, опять же, одновременно же было решение принято, когда Хабенского назначили на ректора, и Безрукова назначили на худрука, соответственно, МХАТ Горького. Да? Вот, поэтому здесь, я думаю, что школы все равно не соприкасаются, пересекаются. Безруков, он впрямую ученик Олега Павловича, причем довольно-таки такой народный артист уже, это уже о многом говорит, да, Российской Федерации на сегодняшний день. Надо для зрителей сказать, что Олег Павлович — это Олег Павлович Табаков, у да, которого, да, собственно, Мы Александр Александрович и учился. Поэтому, да. А Олег Павлович в свое время и диплом получал, у него же из его же рук, у него же в кабинете, мало того, и в свое время еще и студенческие билеты мы здесь, в Якутске, получали из рук Олега Павловича Табакова. Да, было это все. Ой, давно это все было уже.
92-й год. Ну, просто так, навскидку. А вот вы когда говорили о том, что комедии все равно нужно ставить, да, вот самая кассовая постановка, если я не ошибаюсь, стала «Примадонна». Или ошибаюсь? Ну, на сегодняшний день просто это одна из последних, скажем так, комедийных постановок, которая была поставлена, и она у нас была сделана под новогодний как раз период. Это так называемый вот у нас новогодний марафон, когда идут по 3 спектакля в день. В этом году у нас был слишком длинный новогодний марафон, но тем не менее. Да, мы прошли полностью, получается, ну, у нас 2 сказки идут дневные и вечерний спектакль. Вечерний был как раз «Примадонны». Так вот, мы прошли все эти там 11 дней с «Примадоннами», и до сих пор он пользуется популярностью, и на него идут, и довольно-таки сложно приобрести билеты. А у вас есть какие-то KPI вот по посещению? То есть сейчас же мы говорим об эффективности бюджетных учреждений, о том, что вот нужно зарабатывать. Ой, да мало того, что мы говорим. Мы уже в этом во всем варимся, уже не первый год. И, конечно же, то есть какой, скажем так, внебюджет приходит через кассу, это отслеживается. Это один из показателей у всех учреждений, я имею в виду театров. Поэтому, конечно же, это все, процесс этот, он постоянный, он не так, что вот посмотрели, там, побежали дальше. Нет, он постоянный, это еженедельно, по крайней мере, я просматриваю. И я так понимаю, что у Русского театра с этим вроде бы показателем нормально. Я же вам сказал в начале нашей беседы, что мы один из посещаемых театров. А вот вообще сейчас же век у нас искусственного интеллекта, стриминга. Используем. Как используете? Ну как, вот вам все вот расскажи. Есть вещи, которые можно озвучивать, есть нет. Мы используем, скажем так, технические вещи какие-то. Это и в обработке фотографий, допустим, да, вот в том же альманахе, не только. Потому что старые фотографии, вы все знаете прекрасно, что их восстановить очень сложно. Вот в этом процессе нам помогает искусственный интеллект. Довольно-таки неплохо помогает. Вот. Какие-то обработки, то, что касается звука, тоже использую. Видео, вы знаете, что у нас очень много спектаклей с контентом. Тоже используем. Мы стараемся идти в ногу со временем, естественно, чтобы это было интересно, это было качественно сделано. И наши специалисты стараются идти в ногу со временем. И все эти новинки используют, применяют. Но вот в этом фильме «Москва слезам не верит» там говорилось, что там не будет ни театра, ни кино, будет сплошное телевидение. Сейчас мы говорим уже о том, что не будет никакого телевидения, будет сплошные стриминги. Вот сейчас мы конкурируем со стримингами. А театр сейчас конкурирует с кино или со стримингами? Или он вне конкуренции? Знаете, театр вне конкуренции. Телевидение тоже вне конкуренции. Все всегда, как говорится, от первого истока. Все равно это база. Ну, хотите вы этого, не хотите. Ну, это просто формат. Тот или иной, не более того. Вот сейчас он модный, там, стриминг, да. Пройдет какое-то время, скажешь, что тут такое, что вы мне тут показываете? Все, это уже дела давно минувших дней, и все, и убирайте это. Поэтому нет, это будет обновление, будут какие-то изменения, будут какие-то, скажем так, корректировки под что-то там, под новое какое-то веяние техническое, там, информационное, без разницы. Но все это останется, все это будет. Просто будет как-то видоизменяться, как-то обновляться, что-то приноситься. Что-то, наоборот, будет уходить на второй план. А нет ощущения, что театр станет вот чем-то таким дорогим и элитарным, и типа вот как бумажные книги уже стали фактически? Слушайте, ну на самом деле он и так дорогой. Ну, представьте, вот каждую постановку ставить, сколько уходит средств на это. А сколько на то, чтобы это показать? Нет, подождите, вот чисто финансово сейчас затронули такую тему. Все равно это есть. А со стороны зрителей у нас сейчас приходят, знаете, возвращается вот опять вот это вот выход в свет. Вот новая какая-то постановка, премьера. Я вижу, что вот приходят вот наши зрители, они готовились к этому.
Вот, кстати, я про это хотела Они спросить. одеты, Я вот, кстати, про это хотела они спросить. как-то вот, они потому общаются, что, они командами да, целыми потому выходят, что- друзьями, Потому что знакомыми. если вот в детстве там обязательно в театр, ни в коем случае не в джинсах, ты берешь с собой обязательно там сменные туфли, Сменную обувь, надежду, специальную театральную сумочку, там, платье. А потом в 90-х там в театр, ну, в джинсах спокойно. Да, и в толстовке зайти, там все, Да, это все было, это все мы прошли, это все. А сейчас... Опять же, знаете, я не буду говорить то, что ах, какие они, пальчиком так погрозить. Нет. Вы знаете, это все-таки, наверное, вот как раз это период, эта эпоха меняется, какие-то вот воспринимания, какое-то, скажем так, восприятие того, что вот сейчас это, ну, как бы нормально. Ага. И в какой-то мере оно там и было нормально. Но опять же, я не думаю, что в Большой театр бы вы пришли там в той же толстовке и в джинсах. Да? Все равно. То есть статусность определенная, она существует у учреждений театрально-зрелищных. Это в любом случае. А то, что касается здесь, мы видим тенденцию, то, что сейчас выход в театр, это все-таки событие. Это мы видим по зрителям. Даже молодежь, она готовится к этому. Да, есть не без того, что, ну, разное. Есть студенты прибегают, боже упаси, ну, слушайте, ну, у студентов что там, что-то переодеться, там что-то, прям гардероб такой большой, что ли. Нет, конечно. И то они все равно прибегают, они стараются вот как-то вот по-модному выглядеть, понимаете? Поэтому, нет, это в любом случае, я думаю, то, что театр — это определенный формат, это определенная стилистика, и для зрителя в том числе, не только для нас, для работников театра, но и для зрителя. Именно вот процесс прийти, подарок какой-то сделать к своему любимому актеру. И не единожды, чуть ли не постоянно на каждый спектакль. Там вот есть вот там любимые там актеры, вот там то шоколадки дарят, то цветочки, то какие-то подарочки, то тортики. Это же постоянно. Что у вас впервые пробудило интерес к театру? Когда вы решили... вот, В смысле, когда я решил пойти в театр, что ли? Или Да, что? да, Или да. как? Или вообще Ну, просто вообще, как, или как, вообще, как вот я приблизился к театру? Вообще, вот, да, интерес к театру. Интерес к театру мне привила мама. В детстве мама... В Якутске не так много было мест, куда можно было сходить, что-то как-то выйти. Там, я не знаю, там у нас заезжий цирк был, тогда еще Расторгуева у нас такого великого не было. Вот, Сергея Васильевича. Но дело в том, что у нас они были только такие заезжие, на каких-то площадках были. Ну, то есть с русского театра все началось? А был театр, да. В театр можно было попасть всегда. Это либо детский репертуар, ну, то есть дневной, либо вечерний. Вот. И вот как-то вот к театру вот меня мама вот водила, я вот понимал, что здесь это гардероб с вешалки начинается, там номерок взяли, там если есть там бинокли еще тогда были, сейчас вот с биноклями тоже хотим решить вопрос, пока не получается. Вот бинокль взять, Если бы вам прокат. тогда сказали, что вы будете руководить Ой, да нет, я, театром. конечно, бы ну, то, что тогда бы я точно ничего не сказал. Я тогда был маленький, я как бы там о своих каких-то у меня приоритеты другие были совершенно. А то, что в конечном итоге, то, что я стал руководить театром, и на сегодняшний день я считаю, то, что, ну, будем говорить, один из лучших театров, хорошо. Но в любом случае это театр, который находится в центре города. Тот театр, здание, которое еще, как говорится, можно, да. Ну, такое еще найти надо. Мало того, его еще сохранить надо. У нас объект культурного наследия. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы. Та территория, которая сейчас, у нас театральная площадь появилась. Мы наконец-то стали свои вот эти вот площадные концерты запускать. У нас много чего появилось. У нас время уже да, я понимаю. вообще... Но вот надо нам еще раз встретиться, чтобы нам все рассказать, потому что как-то мы так начинаем с одного, потом пошло-поехало. Поэтому, конечно, для нас театр, здание, прилегающая вся территория, это все, это составляет целостность всего. Вот театр — это все. Это не просто... Вот правильно в начале нашего диалога сказали, то, что это не только там здание, это все абсолютно. А для меня, в том числе, и прилегающая территория, и здания, и все остальное. Ну, и, естественно, конечно же, коллектив. Без коллектива никуда, потому что наши работники все-таки, я считаю, это одни из лучших специалистов во всех отношениях. Ага. Два слова. Зачем нужно ходить в театр? Жить, любить, учиться, двигаться. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням 19:15. Расскажем обо всем в деталях.